Шоровцы долго пытались изолировать Гагаузию от Кишинева, но все эти попытки тщетны. Они пытаются сформировать в восприятии жителей Гагаузии образ врага в лице конституционных властей Республики Молдова и клеймят всех примаров, журналистов и рядовых граждан, кто встречается с конституционными властями Республики Молдова. Называют их предателями и призывают к расправе. По поводу призывов к расправе я не преувеличиваю. Например, недавно на так называемом съезде депутатов всех уровней в Камрате половину съезда шельмовали Нокту и другие независимые СМИ в Гагаузии. Призывали выгнать журналистов Нокта из зала, где проходил тот съезд, а также призвали распространить на независимых журналистов народное презрение. На самом деле это очень опасная ситуация. Признаки фашизма в Гагаузии уже налицо. Те, кто мне не верит, загуглите или загуглите 14 признаков фашизма Умберто Эко и сравните их с сегодняшней ситуацией в Гагаузии. Вы увидите, что некоторые из них полностью применимы к тому, что мы наблюдаем в Гагаузии сегодня. И это очень опасная ситуация. Да, к сожалению, в Гагаузии всегда было недоверие к кишиневским властям и особенно к проевропейским политическим партиям. Но сейчас речь идет не просто о недоверии. Мы наблюдаем возросший уровень ненависти. Причем уровень ненависти высок не только среди маргинальных частей гагаузского сообщества. Этот уровень ненависти высок во всех слоях гагаузского сообщества. И очень большую роль в этом сыграла общественная телерадиокомпания ГРТ. Раньше ГРТ тоже обслуживал интересы тех, кто находился у власти в Гагаузии. Но до захвата власти в Гагаузии группировкой Шора ГРТ не был замечен в распространении ненависти. Сегодня распространение ненависти, к сожалению, стало основной задачей и главной целью ГРТ. Ненависти в отношении конституционных властей Республики Молдова, ненависти в отношении процесса европейской интеграции и ненависти в отношении людей, которые поддерживают европейскую интеграцию в Республике Молдова. И на содержание ГРТ, напомню, мы тратим более полумиллиона евро в год. Это опасная ситуация для тысяч людей, которые живут в Гагаузии и не поддерживают ОПГ Шора.